Один раз меня спросили, как я отношусь к китайским сетям. И я хочу ответить, что я отношусь к ним положительно. Конечно, у них тоже есть плюсы и минусы. Плюсы китайской сети, с китайскими сетями хоть что-нибудь да всегда поймаешь. Я с малых лет, можно сказать, с 1 класса ходил на рыбалку с дедом. Он меня научил всему. И также научил сетки, вязать. Мы вязали сетки целую зиму. И каждый год так. Одну сетку сделаешь за зиму. На следующий год опять. Вязали мы эти сетки из обычных простых ниток, на которые сейчас рыба вообще не подходит. На эти сетки, можно сказать, практически ничего не поймаешь. А китайская сеть ловит рыбу. Там очень тонкая леска, и как бы рыба подходит, не боится, более-менее там что-нибудь можно поймать. А минусы в том, что он быстро, как закинешь, зацепится за какую-нибудь корягу небольшую, и все. Считай, сетка пропала. Еще один минус в том, что производитель делает мелкие ячейки. Это я тоже считаю, что мелкие ячейки не надо делать. От 30-ки и выше. А до 30-ки, чтобы не было китайских сетей. Китайскими сетями категорически нельзя ловить весной рыбу. Надо перетерпеть весну, и осенью будет урожай. Наловишь сколько тебе надо. В общем, рыбак без китайской сетки не рыбак. Спиннингом много не наловишь. Многие, может, и не согласятся со мной, но я думаю именно так про китайскую сеть. Конечно, пишите в комментариях, что вы думаете. Нужны ли эти сетки для обычного рыбака, которому надо прокормить семью. Сетки нужны. Но им тоже не надо жадничать. Надо во всем знать меру. И всем все достанется. На этом все. Пишите комментарии.